уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на нашем стадионе на матче чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд. На поле встречается футбольный клуб «Минск» и футбольный клуб «Бобруйчанка». Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Состав на матч футбольного клуба «Бобруйчанка». Номер 16 – Вяжеглева, 7 – Логинова Татьяна, 9 – Пехота Светлана, 10 – Храмко Дарья, 14 – Горбунова Зоя, 15 – Кучинская Екатерина, капитан команды, 31 – Аницкого Ольга, 35 – Луцкевич Екатерина, 41 – Савченко Надежда, 43 – Курилович Виктория, 52 – Жетеня Полина. Запасные игроки: 4 – Береснева Карина. Футбольный клуб «Минск», номер 21 – Натенко Виктория, номер 2 – Асалова Ульяна, 9 – Симпаре Салимата, 10 – Пинчук Елизавета, 11 – Новикова Анастасия, капитан команды, 13 – Бакум Диана, 16 – Суровцева Милана, 19 – Кирчич Полина, 23 – Побегала Анастасия, 33 – Красикова Анна, 70 – Заистова Эльвира. Запасные игроки: 31 – Светланович Мария, 63 – Сивко Елизавета, 4 – Станкевич Карина, 6 – Быстрик Анна, 7 – Ходырева Яна, 14 – Либель Янина, 17 – Осмыкович Наталья, 88 – Зубко Мирослава. Внимание! Звучит гимн Республики Беларусь. Привет-привет всем любителям футбола и, конечно же, женского футбола в частности. Солнечный Минск рад приветствовать всех на стадионе «Трактор». И здесь матч 20-го тура женской высшей лиги Беларуси между командами ФК «Минск» и ФК «Бобруйчанка». На экранах можете видеть составы команд. Сейчас состав «Бобруйчанки», чуть позже «Минска». И, конечно же, я для вас чуть позже озвучу их подробнее. 20-й тур, как я уже сказал, турнирная таблица посмотрим позже. Также это второй матч, кстати, уже в рамках 20-го тура. Вчера сборная Гомельской области и Сморгонь играли. Об этом тоже чуть позже. В общем, друзья, обсудим все успеем. Сейчас нам остается дождаться лишь стартового свистка этого матча. Давайте, пока составы можете наблюдать команд, представлю судейскую бригаду, которая на поле представлена всецело девушками. Это главный судья Мария Буйко из Лиды, ее помощники Даньковская Татьяна, она из Гродно, и Валентина Соколович, она из Жодина. Четвертый судья представлен Виталием Ивановым, он из Минска. Ну и инспектор сегодняшнего матча Владимир Кузьмин. Комментировать для вас этот матч будет Юрий Макара. Как вы можете видеть, Бобруйчанка уже на поле, уже готова окунуться в этот прекрасный матч. Что касается первых матчей в этом году, то там сплошные разгромные поражения с общим счетом 25-0. Первая игра 13-0, вторая 12-0. Ну и какой счет увидим мы сегодня, остается только гадать и думать. Мне лично хотелось бы, чтобы Бобруйчанка
попробовала хотя бы навязать борьбу сильному Минску, безусловно, усилившемуся вот этим вот 9-м номером, который на ваших экранах и не только, об этом тоже чуть позже. Начинает Бобруйчанка, есть стартовый свисток Марии Буйко, и давайте поехали по составам. Начнем с гостей. Футбольный клуб Бобруйчанка. В воротах Ева Вяжель, номер 16. Молодой голкипер, 2006 года рождения эта девушка. Ну и Минск уже в атаке. Смотрите, первые секунды матча не собираются откладывать надолго свой первый забитый гол. Новикова правым флангом прорывается. Есть навес, заблокировано. Ну давайте по составу дальше. Логинова Татьяна, номер 7. Светлана Пехота. Есть навес, это рядом со штангой. Все спокойно, гола нету. Светлана Пехота, номер 9. Храмко Дарья, номер 10. Зоя Горбунова, номер 14. Екатерина Кучинская, это капитан команды. Она выступает под номером 15. Ольга Нисковцева, номер 31. Это настоящая легенда бобруйчанки. Екатерина Луцкевич, номер 35. Надежда Савченко, 41. 43 номер у Виктории Курлович. Ну и Полина Шатиленя под номером 52. Всего лишь одна замена в составе у бобруйчанки. Об этом также позже. Главный тренер бобруйчанки Николай Касаткин. Состав футбольного клуба Минск. 21 номер в воротах. Это Виктория Насенко. Она российская футболистка. Дальше Ульяна Асаулова, номер 2. Салимата Симпаре, номер 9. Пинчук Елизавета, номер 10. Анастасия Новикова, номер 11. Есть подача. Симпаре пыталась там пробивать, но Анисковцева мяч выбивает, но недалеко. Возможно, было там касание руки бобруйчанки в штрафной, но момент игровой. Есть удар по воротам, и первый гол уже на 2-й минуте забивает Диана Бакум, номер 13. Получает передачу зрячая, в левый от себя угол пробивает Диана, и сделала она счет уже 1-0 на 2-й минуте нашего матча. То ли еще будет в нашем матче. Даже составы я не успел назвать футбольного клуба Минск. Собственно, продолжим. Диана Бакум, номер 13. Вот вам, пожалуйста, автор гола. 16 номер Милана Суровцева. 19 Полина Гирчиц. Анастасия Побегала у нас под номером 23. Анна Красикова под номером 33. И Эльвира Зиастинова, также российская футболистка, под номером 70. Вот такой стартовый состав выбрал главный тренер Минска Андрей Пышник. Ну вот всех действующих лиц сегодняшнего противостояния я вам озвучил. Давайте смотреть футбол. Это гимн, надо гимн. Мяч контролирует футболистки Минска. Насенко, дальний вынос на правый фланг. Снова правым флангом развивается эта атака Минска. Побегайло получает мяч. Есть ли прострел? Нет, под себя убирает. Пошла в обводку. Есть навес, удар. И это неплохой удар от Миланы Суровцевой. Ева Вяжель на месте. Высокая Ева Вяжель. Возможно, это в каком-то смысле будет помогать этой футболистке сегодня. Тогда как, вот давайте уже про прошлый матч. Матч, который состоялся вчера в 15:00 между командами Сморгони и сборной Гомельской области, закончился он со счетом 13-0. В пользу, соответственно, Сморгони. И вот пришлось там стать в ворота защитницы команды из Гомеля. Ну и, в общем-то, наверное, все-таки, возможно, из-за антропометрических данных она напропускала там вот Сморгони. Но это уже было вчера, поэтому сегодняшний матч у нас совсем другая картина. Напомню, это уже 3-й круг нашего чемпионата. 20-й тур. Стадион «Трактор». Неподалеку стройка национального футбольного стадиона. Как вы все, наверное, в курсе. Если кто не в курсе, для этого я, собственно, вам про него и сказал сейчас. Но вот, кстати, нету в составе Минска Валерии Богдан, которая... Давайте посмотрим атаку. Левым флангом можно простреливать. Есть прострел в вратарскую. Симпаре снова не добирается до мяча. Ну и уже контроль мяча переходит
команде из Бобруйска. Так вот, снялась Валерия Богдан в ролике, в имиджевом ролике презентации новой футбольной формы национальных белорусских команд. Этот ролик вы можете смотреть на YouTube-канале АБФФ. Если кто еще не видел, друзья, заходите, посмотрите. Очень интересный ролик. Это всего лишь минуту вашего времени зайдет. Небольшой анонс могу озвучить. Там вот Валерия Богдан там в роли учительницы такой выступает. Также есть там кадры с капитаном одного из топовых клубов высшей лиги Беларуси. Ну и также легенда белорусского футбола скажет свое напутственное слово, собственно, в этом же ролике. Посмотрите, зайдите и отпишите, кому форма понравилась, кому не понравилась. Вот лично мне форма приглянулась. Неплохие, интересные цвета. Вот, необычное что-то новое для формы национальных сборных Беларуси. Увидел я эту форму воочию буквально с 30 сантиметров сегодня. Ну и еще больше она мне понравилась, поэтому посмотрите, отпишите в комментариях. Опять контролирует мяч футболистки Минска. Это, естественно, неудивительно. С позиции силы выступают футболистки в синей форме. Да, это одни из лидеров чемпионата Беларуси. Тут, наверное, все прекрасно все понимают. Но, кстати, далеко еще минчанкам, да, регалий и заслуг футбольного клуба «Бобручанка», которые там многократнейшие чемпионки Беларуси, победительницы Кубка, Суперкубка. Вот сейчас между ног проверила Эльвира Зиастинова свою оппонентку, но навес получился безадресным. Ну и по моей памяти пока бобручанки половину поля Минска не переходили. Разве что минчанки сами играли на своего голкипера. Есть навес от Новикова и на левую штангу. Получает мяч Зиастинова. Удар с левой ноги. Это выше ворот. Не попала немножко Зиастинова, но эпизод неплохой. Ну и Ева Вяжель не спешит. Ну, кстати, что касается замен бобручанки, одна футболистка, Карина Береснева под номером 4 в запасе у Николая Касаткина. И есть там проблемы с составом у бобручанки. Помню, и не хватало даже им футболисток для своих матчей. Но всему этому есть свои причины, и объективные, и субъективные. Там и болезни, и травмы, и все остальное может вписаться. Ростер у Николая Касаткина не такой большой, нежели у Пышника. Это все понятно. Но бобручанка способна и в таком составе, мы знаем, побороться. Вот сейчас Анисковцева пыталась выцарапать мяч у Миланы... Нет, это, конечно, Зиастинова, 70-й номер. Левая защитница Минска. Вот сейчас Новикова проходит, делает передачу неточную направо. И это может быть контратака от бобручанки. Нет, пас тоже неточный. И Насенко мяч забирает и разыгрывает со своими защитницами. Побегайло с мячом. Есть еще одна диагональ направо. Сильная диагональ, сильная, точная. Футболистки Минска с мячом, правым флангом можно навешивать. Есть навес в попытке... Вот там чуть неприятный эпизод мог случиться. Симпаре там едва ли в штангу не врезалась. Но вот еще буквально бы пару сантиметров и добралась бы до мяча нападающая Минска. И уже можно было бы доставать второй мяч, но нет. Пока Екатерина Кучинская будет выбивать от ворот. Еще раз Кучинская. Логинова в касание не точно. Пинчук отыгрывается назад. Только так получается у минчанок продолжить свою игру. Ульяна Асаула получает мяч. Пас на Новикова. Вот внешне две похожие футболистки, но у Анастасии Новиковой есть отличительная черта в виде красной капитанской повязки. Поэтому путать я их не буду. Зиастинова. Непонятная по задумке для Симпаре эта передача. И забирает Ева Вяжель мяч в свои руки. Ну, пока довольно-таки динамичная игра. Естественно, минчанки прессингуют. Минчанки намерены увеличивать свое преимущество уже в ближайшие минуты. Но бобручанки пока не могут
свою игру нащупать. Просто куча неточных передач, куча непонятных действий. Вот сейчас смотрите, какая передача на Нисковцу. Получает Ольга мяч, но там уже успевают вернуться назад защитницы Минска. Логинова. Еще одна передача, еще в касание, но здесь уже Зиастинова опережает свою оппонентку и начинает атаку Минска. Пинчук попадает в судью Елизавета, но мяч остается у Минска, можно играть. Вот так едва ли Мария Буйко не поучаствовала в этой атаке Минска. Естественно, если бы мяч попал футболисткам Бобруйчанки, уже готова была Мария Буйко свистеть и, собственно, вернуть этот мяч атакующей команде. Горбунова. На Храмко. Храмко мяч потеряла. Есть свисток. Да, нарушение. Полина Шатереня тут сбила Анастасию Побегайло. Ну вот, кстати говоря, в составе Бобруйчанки сегодня самая молодая футболистка, которая есть, ну, собственно, и на поле, и среди запасных. Это Ева Вяжель. Она 2006 года футболистка, поэтому это почетное звание улетает к ней. Ну и сейчас попыталась, наверное, пробивать даже поворотом Анастасия Побегайло, но это выше. Ну и уже вот 12-я минута нашего матча продолжается. Снова Кучинская от ворот. Ну, все мы помним, что в прошлом году, в розыгрыше 2021 года, минчанки не смогли таким навязать борьбу футболисткам Динамо БГУФК. Заняли вторую позицию в чемпионате, но Бобруйчанка сумела набрать 41 балл в прошлом году. Но состав, конечно, у Бобруйчанки прошлогодний был поинтереснее. Были там и легионеры, поэтому и немножко удачнее закончили они сезон 2021 года. Сейчас Кучинская мяч на угловой выбивает. И это первый стандарт с углового флажка у футбольного клуба Минск. Ну, наверняка будут искать темновесом Симпаре. Отличная нападающая. Да, подача ровно на голову Симпаре, но Ева Вяжель, как же прекрасно она сейчас играет в этом эпизоде. Мяч с головы этой футболистки снимает. Ну, кстати, Симпаре, она буквально недавно перешла в Минск. Это нападающая из Буркина-Фасо. Давайте посмотрим за атакой. Логинова на пехоту. Есть, ну и сейчас очное противостояние в скорости. Пехота, собственно, проигрывает Ульяне Сауле. А атака неплохая могла намечаться у Бобруйчанки. Так вот, Симпаре пополнила ряды футбольного клуба Минска буквально несколько дней назад. Выступала она уже в чемпионате Беларуси в 2020 году за Динамо БГУФК. Собственно, стала и чемпионкой в этом же году с этой командой. 17 игр тогда она пробила за столичных динамовок и забила 19 голов в том сезоне. Поэтому о компетенциях и скиллах этой нападающей сомневаться не приходится. Есть мяч, передача в центр, но Побегайло здесь ударила прям в защитницу Бобруйчанки. Ну и уже отлетает мяч снова туда, к середине поля. Ну, последний год Симпаре провела в клубе из Экваториальной Гвинеи. Клуб под названием Малаба Кингс. И вот Симпаре, передача, и это второй гол. Отличается в первом дебютном матче Симпаре голевой передачей на 14-й минуте нашего матча. Давайте смотреть повтор. Зрячая передача на Анастасию Побегайло, и это 2-0 в пользу футбольного клуба Минск. 14-я минута нашего матча. Ворота Бобруйчанки забила Побегайло Анастасия, номер 23. Ну вот есть ощущение, что да,
Открылась эта форточка в виде ворот Бобручанки, и голов мы с вами, возможно, увидим сегодня гораздо больше. Еще Симпаре могла тут накрывать эту передачу, но Кучинская с мячом остается. На Шатилене. Шатилене тащит мяч. Есть слева адресат, да. Передача налево последовала, но там уже в касание абсолютно безадресная передача от футболистки Бобручанки. Снова эта атака приезжей команды не заканчивается никакими дивидендами в пользу футболисток Бобручанки. И минчанки уже, наверное, традиционно контролируют этот матч и начинают свою очередную атаку. Треть первого тайма, между тем, позади. И уже 2 забитых гола. Неудачный вынос от Луцкевич, но мяч уже удачно попадает в ноги Кучинской. А вот в пользу футбольного клуба Минск Саула на Новикову. Новиков в касание на Побегайло. Есть заброс от Побегайло на левый фланг. И здесь уже достает таки мяч Милана Суровцева, но приходится довольствоваться в этом эпизоде минчанкам лишаутом. Саула, прострел в центр штрафной Бобручанки. И снова Симпаре здесь на пятачке до мяча не добирается. Но видно потенциал этой нападающей. Уже есть у нее в этом матче голевая передача. Ну и явно надеется Андрей Пышник этими усилениями навязать борьбу Динамо БГУФК и побороться все-таки за золотые медали 22 года. Явно есть такие амбиции у футбольного женского клуба Минск. Но вот в Суперкубке лишь только по пенальти удалось Динамо БГУФК забрать этот трофей. Хотя по игре динамовки, наверное, были в том матче сильнее и на отбой там играли последние минуты футболистки Минска. Но это уже в прошлом. Сейчас же задачи минчанок сфокусированы именно на чемпионате. Ну и скорее именно на играх с Динамо БГУФК. Также усилился женский футбольный клуб футболистской национальной сборной Белоруссии Ксении Кубичной. Она в качестве свободного агента пополнила ряды минского клуба. Вот подробная информация про все трансферы, откуда я, собственно, беру эту информацию. Социальные сети женского футбола Беларуси, в частности, телеграм-канал, ТикТок, группа ВКонтакте и, естественно, ваш любимый YouTube-канал «Женский футбол Беларуси», который в прямом эфире показывает все матчи, естественно, выкладывает обзоры после всех матчей с самыми сочными моментами. Поэтому подписывайтесь, друзья. Кто еще не подписан, обязательно на наши социальные сети. Вся самая свежая, интересная информация для вас. Зиастинова на Симпаре. Побегайла. Красикова. Передача на левый фланг. Здесь уже Саула. Есть навес на Симпаре. Симпаре удар. И это 3-0. Симпаре в касание. Вот голевая передача от 9-го номера Минска была. И сейчас голом отличается. Это нападающая. Давайте смотреть повтор. Как все легко сделали футболистки Минска. 19-я минута. В касание удар. И притир даже скок от штанги там был, поэтому неплохой по красоте гол. И уже 3-0 в пользу Минска на 19-й минуте матча. Но если так продолжится, есть шансы увидеть двузначное число на табло в пользу футболисток Минска. Давайте посмотрим, будет ли так.
Также в 16:00, друзья, смотрите, очередной матч 20-го тура. Уже матч более конкурентный. Витебск примет Могилевский Днепр на нашем YouTube-канале в 16:00. Это трансляция. Так что обязательно подключайтесь и наблюдайте за этим интересным и, безусловно, интригующим противостоянием, даже исходя из турнирной таблицы. Футболистки Витебска и Днепра разделяют их всего лишь 3 очка. Днепр, Могилев 34 балла. Витебск, 5-я позиция, 31 балл. Ну, давайте посмотрим прямо сейчас турнирную таблицу. Динамо БГУФК на первом месте. 52 набранных балла. Затем футбольный клуб Минск, 49 очков. После этой встречи, естественно, минчанки будут с одинаковым количеством с динамовками, но у Динамо матч будет завтра. Симпаре не получается там пробивать у 9-го номера Минска. Побегайло. Саула забирает мяч на фланге. Есть передача на Диану Бакум. Ну, вырывают там прямо из ног мяч у Бакум. Есть еще одна атака. Удары. Это 4-0 в пользу Минска. 21-я минута. Милана Суровца, автор этого гола. Давайте смотреть очередной повтор взятия ворот Бобруйчанки. Отскок неудачный. Так подработалась плечом Милана Суровцева и отправила таки мяч в ворота Евы Вяжи. Забила Суровцева Милана, номер 16. Ну и, как я говорил, остается пара интриг в этом матче. Сможет ли Бобруйчанка забить гол престижа? Сейчас какая ошибка в защите? Симпаре с мячом прорывается на штрафную. Удар! И это 5-0 от Симпаре. Дубль этой нападающей. Буквально не прошло даже минуты спустя 4-го гола. И здесь уже кладет второй мяч в дебютном матче Симпаре. Слушайте, голевая, 2 гола. Ну, конечно, соперник не тот, но дебют вполне себе приемлемый. 22-я минута, Симпаре 5-0. Давайте продолжим по турнирной таблице, пробежимся. 3-я позиция Зорко БДУ, 39 набранных баллов. Ну и вот главная лично для меня интрига в нашем чемпионате — это кто же возьмет все-таки 3-ю строчку бронзовой медали чемпионата. И там сразу, наверное, несколько даже претендентов. Ну, наверное, не несколько. Их, в общем-то, вероятнее 3. Зорко БДУ 39 баллов, 3-я позиция. Днепр Могилев 34 балла. Это строчка номер 4, Витебска 31 балл, и это строчка номер 5. Наверное, вот эти 3 команды будут бороться за бронзу. Ну, здесь есть некий гандикап у Зорки БДУ. И, по всей видимости, должны они забирать традиционные бронзовые медали. Собственно, как и это было в прошлом году. Ну, и что касается уже нижней части турнирной таблицы, 6-я позиция, АБФФ Ю-19, 27 набранных баллов. Сморгонь 26 очков, и это 7-я позиция. Бобруйчанка 12 баллов и 8-я строчка в турнирной таблице. Ну и замыкают турнирную таблицу. Давайте посмотрим навес. Симпаре до мяча добирается, но пробить как следует не смогла. 9-я строчка Динамо Брест, 5 набранных баллов, и сборная Гомельской области 1 балл в активе этого клуба. Напомню, в первом круге ничья с Динамо Бреста, и 10-я строчка нашей турнирной таблицы. Новикова спокойно мяч контролирует на своей половине поля. Ну вот, что касается разницы пропущенных забитых мячей, то, кстати, минчанки в этом показателе Динамо из БГУФК обходит. Ну вот сейчас у Динамо БГУФК 116 баллов, 116 голов, точнее, в турнире, 119 голов в
активе, а у минчанок на 15 больше. Соответственно, 129 плюс 5 сегодняшних — это 134 забитых мяча уже в активе минского клуба. Не минского, точнее, футбольного клуба Минск, естественно. Логинова здесь на правом фланге. Неплохая подача в штрафную, адресата которой не нашлось. 25-я минута матча уже подходит к своему завершению. Ну и 5-0. Ну и вот цвета футбольного клуба Бобруйчанка, черно-желтые, вполне себе подошли бы, наверное, и под цвета сборной Ямайки, которая в, наверное, самом знаменитом матче всех времен 5-0 уступила сборной Аргентине. Еще один угловой. Здесь подавать его с правого фланга будет Анастасия Побегайло. Давайте посмотрим за этой подачей и разберемся, кто же еще будет встречаться в рамках 20-го тура. Это розыгрыш. В футболистах Минска есть подача на дальнюю. Новикова мяч достает, но Симпаре этот отскок, точнее передачу от капитана, замкнуть не смогла. Будет ли контра от Бобруйчанки? Есть передача налево. Есть там, можно отдавать на ход 10-му номеру Бобруйчанки Дарьи Храмко, но это не точная передача. Снова мяч у минчанок. Завтра в 13:00 смотрите матч БФФ Ю-19 против Брестского Динамо. Также на нашем YouTube-канале. Ну и кто хочет посетить, возможно, этот матч, хочет, имеет возможность, пройдет он на футбольном стадионе Динамо Юнь. Ну и 16:00, спустя 3 часа, Динамо БГУФК и Зорко БДУ. Отличный матч нас ждет завтра. Разборки в первой тройке. Толчок со стороны Полины Гирчиц. Толкает она Нисковцеву, но и это штрафной. В центральном круге не спешат ни одни футболистки, ни другие. Естественно, по распределению очков в этом матче уже все понятно. Остается только понимать, с каким же счетом закончится противостояние. Но вот что-то мне подсказывает, что так же, как и первые две встречи, число будет двузначное. Давайте посмотрим. Но хотелось бы, чтобы Бобруйчанка все-таки сподобилась на гол. Я буду лично этому очень-очень рад. Продолжается эта атака Бобруйчанки. И здесь уже Нисковцева отыгралась за эпизод ранее и свалила на футболистки Минска. Все отлично. Это игровой фол. Поднимаются девушки. В этом эпизоде Лиза Топинчук пострадала, но все в порядке. В целом игра довольно-таки чистая. И вот такие вот мелкие нарушения, скорее тактического характера, но не портит ни капли игру. И хотелось бы, чтобы продолжалось дальше так. Естественно, мое традиционное пожелание всем футболисткам — это закончить этот и все, наверное, последующие свои матчи без травм. Здоровье превыше всего. Неточная передача в касание от Анны Красиковой. Ну и здесь еще одно небольшое нарушение вблизи центральной линии. Ну и передвигаются футболистки Бобруйчанки вперед. Тут есть некое послабление вот в эти пару минут от минчанок. Дают они поиграть футболисткам из Бобруйска. Ну и, возможно, сыграют эту злую шутку. И увидим мы все-таки гол в ворота столичной команды. Кучинская, заброс в штрафную Минска. Нисковцева пользуется таки, хотела сказать, ошибкой от Анны Красиковой, но мяч все же покидает линию поля. Успела там Красикова выбить его за линию. Еще одна атака Бобруйчанки. Неточная передача от Виктории Курлович.
Еще одно нарушение. На газоне снова футболистка Минска. На этот раз Милана Суровцева. Зиастинова пас налево. Не добирается до этого мяча Диана Бакум. Хотя по задумке было все неплохо. Но вот Диана Бакум и Салимата Симпаре в одинаковых красных перчатках выступают сегодня. Хотя на улице довольно-таки приятная погода, светит солнце и такое бабье лето сейчас в Минске, да и, наверное, во всей Беларуси. Поэтому футбол играть достаточно комфортно. Штрафной в пользу бобруйчанки с своей половины поля. Снова традиционно Екатерина Кучинская мяч будет посылать туда подальше, в район штрафной Виктории Насенко. Есть передача, и здесь не смогла как следует побороться за этот мяч Дарья Хромко. Анна Красикова там противостояла и оказалась сильнее в выборе позиции, скорее так. Есть еще одна передача. Получает мяч Полина Гирчис, но Кучинскую обыграть футболистка под 19 номером из Минска не смогла. Ну, опыта-то побольше у Кучинской, само собой. Не так просто играть с этой защитницей. Ну и здесь Анисковцева мяч выбивает. Это ненадолго. Красикова направо на Саулу. А Саула неточная передача. Есть возможность контратаки. Передача на Хромко. Хромко дальше налево на Анисковцеву. Анисковцева мягкая передача на левый фланг снова. Неплохая по красоте, по эстетике. Вот такая 15-секундный отрезок от бобруйчанки. Ну и снова не хватает, конечно, игрока впереди для футбольного клуба из Бобруйска. Просто-напросто не было там кому давать вперед. Возможно, стоит выдвинуться какой-нибудь футболистке туда повыше. Там тяжело, конечно, Нисковцева и Хромко на двоих соображать атаки бобруйчанки. Не добирается до этого мяча Полина Гирчиц. И от ворот Евы Вяжель мяч будет введен. Ну и давайте, друзья, вспомним чемпионат прошлого года. В принципе, все пока складывается абсолютно аналогичным образом. БГУ ФК «Динамо» первая позиция, Минск вторая, Зорко БДУ была третья. Вот интересно, сможет ли завершиться и этот чемпионат с диспозицией этих клубов на первых трех строчках, будет видно. Четвертая позиция у Гродненского Немана, который, напомню, к сожалению, прекратил свое существование. Ну и вместо этого клуба место в высшей лиге заняла команда Сморгони, которая также неплохо выступает впервые в нашем чемпионате, где-то держится в середине таблички. И есть перспективы у этого клуба под началом Яны Вышитко. Есть еще одна атака от Минска. Логинова здесь мяч выбивает. Еще одна подача от Красикова и Симпаре. Симпаре пробивает головой, но достаточно выше ворот идет этот мяч. Ну, явно усиление для футбольного клуба Минск в лице этой нападающей из Буркина-Фасо. Возможно, это станет триггером для того, чтобы навязать борьбу Динамо БГУ ФК. Более чем уверен, что задачи у Минска и у Андрея Пышника в частности именно такие. Новикова не добирается здесь на правом фланге до этой передачи. И аут в пользу бобруйчанки.
В следующем туре Бобруйчанка в субботу сыграет с командой АБФ Ю-19 у себя дома. Этот матч в субботу 24 сентября. Также можете смотреть на нашем канале. Еще одна атака Минска, прострел, и буквально снимает с ноги Зиастиновой мяч защитницы Бобруйчанки. Давайте смотреть повтор. Прострел хороший, и здесь спасает буквально свои ворота Надежда Савченко. Продолжается атака Минска. Еще один навес. Остается мяч у минчанок и угловой. Такой исход этой атаки мы с вами будем наблюдать. С правого фланга подавать будет Анастасия Побегайла. Ну а футбольный клуб Минск в следующем туре в пятницу сыграет 23 сентября. Неудачная подача от Побегайла. Мяч покидает в воздухе линию поля. Так вот, Минск встретится опять же с Зорко БДУ в пятницу в 16:00. Этот матч состоится. Ну и только посочувствовать можно календарю Зорки БДУ. Завтра БГУ ФК. Следующий тур Минск. И это испытание для футболисток Зорки БДУ. Нисковцева перехватывает мяч. Ну и, как я уже говорил, тяжело там на двоих соображать в атаках Бобруйчанки. Нисковцева и Хромко. Не хватает, да, не хватает численного даже преимущества в некоторых атаках. Ну и было пару эпизодов у Бобруйчанки, когда в случае нахождения все-таки кого-то чуть повыше можно было отдавать передачу и получать, собственно, свои атаки. Какой дриблинг от Дианы Бакум, там пяточкой проверяла она защитницу Бобруйчанки, но дальше на этот мяч выдвинуться Бакум не смогла. Красиво, но неэффективно. Добирается до мяча, нет, упускает все-таки за линию поля Милана Суровцева. И от ворот Ева Вяжель. Кучинская от ворот. Ну и потихонечку, помаленечку время первого тайма подходит к концу. Зиастинова с мячом. Неплохая передача по флангу. Аут в пользу Бобруйчанки показывает Мария Буйко. Ну и Симпаре заставила таки передумать защитницу Бобруйчанки, бросать назад этот аут. Просит Мария Буйко футболисток Бобруйчанки немножко подальше отойти. Логинова на Нисковцева. Нисковцева красиво жонглируя на Хромко. Хромко перебирается в центр. Тут едва ли ее не сбивают, но остается мяч у 10-го номера. Передача точная. Ну вот могут же, когда хотят Бобруйчанки. Все же красиво, все же получается. Передача налево зрячая. Ну вот здесь уже адресата нету. И тяжело здесь. И, естественно, Луцкевич что-то придумать, но умудряется она передать передачу на Анисковцеву. И Анисковцева таки откровенно фоля. Пыталась там мяч у Зиастиновой забирать, но остается мяч у минчанок. Симпаре, навес на дальнюю. Будет ли удар? Побегайла с мячом, только сейчас разворачивается, пробивает с левой ноги. Отличный гол издали с линии штрафной примерно. Анастасия Побегайла забивает 6-й гол в пользу Минска на 39-й минуте нашего матча. Ну и хотел бы я назвать это голом в раздевалку, но еще целых 6 минут, поэтому то ли еще будет.
Ну вот есть у Бобручанки также неплохие отрезки, но, наверное, все-таки не хватает свежести, не хватает игры в атаке. Отсюда и результат. Викторию Насенко я уже забыл в кадре нашего оператора, поэтому... Приходится ее вспоминать только так, не наблюдая ее игры с мячом. Новикова, передача в центр, Побегайло. Побегайло Суровцева, Симпаре до мяча добирается, в штрафной Симпаре. Есть навес от 9-го номера Минска, Зиастина, удар и выше ворот. Явно увидим мы замены Андрея Пышника уже, наверное, во втором тайме. Давайте посмотрим, кто же есть на скамейке запасных футбольного клуба Минск. 31 номер голкипер Мария Свидунович и 63-й Елизавета Сивко. Вот целых два голкипера в составе минчанок. Полевые игроки: Карина Станкевич, номер 4, Анна Бысик, номер 6, Яна Хотарева, 7 номер, Янина Липень, номер 14, Наталья Смыкович, номер 17, и Мирослава Зубко под номером 88. Ну и, как я говорил, у Бобручанки лишь Карина Береснева, которая под номером 4 выступает на замене в ростере у Николая Касаткина. Ева Вяжель снова будет вводить мяч от своих ворот. И, естественно, отдаст это она право сделать своему капитану Екатерине Кучинской. Ну и помним мы, что Екатерина Кучинская также выступала в роли голкипера в ряде игр в этом сезоне за команду Бобручанки. Высокий вынос от 15-го номера Бобручанки. Здесь выигрывают борьбу за мяч футболистки клуба из Бобруйска. Зоя Горбунова здесь заводилась в центре поля. Ну и, наверное, стоит выбивать мяч. Но нет, продолжается эта атака. Логинова пускает мяч Логинова. Ну и вот, наконец-то мы увидели Викторию Насенко, которая, собственно, мяч и выбивает. Там на поле футболистка Минска. Надеемся, с ней все в порядке будет. Ну и да, даже потребовалось тут пригласить медицинскую бригаду. Не могу я пока разобрать, кто же там на поле. Номер футболистки я не вижу. Давайте посмотрим повтор. Ну и все становится понятно. Наступила на ногу Анастасия Побегайло, Зоя Горбунова. Да, это больно. Ох, хоть бы обошлось без травм. Замораживают там ногу Побегайло. Ну и поднимается Анастасия. Надеюсь, продолжит она игру. Ну и, естественно, воспользовались футболистки этой паузой, чтобы попить водички. Ну и вот так вот, к сожалению... Нет, путает меня диктор стадиона. Объявил он замену. И вот больше не буду ему доверять. Замена, потом замены нету. Окей, все понятно. Играем дальше. Симпаре с мячом. Пыталась передачу делать налево на Зиастинову. Это не точно. Продолжается атака Минска. Здесь уже отлично отборолась Елизавета Пинчук. Но снова нет. Пока удается бобручанкам все тот же неплохой отрезок в этом матче проводить. Борьба в центре, неплохие попытки продвижения вперед. Все это у футбольного клуба Бобручанка присутствует. Осталось только немножко постараться в завершении этих действий. Побегайло, вот и уже и вышла она на поле. Все с ней в порядке. Отличная передача направо. 23-го номера Минска. Удар. И Ева Вяжель мяч отбивает, но Симпаре тут как тут. 0-7, 7-0. Минута под номером 45. И это уже 7-й гол в ворота Бобручанки залетает.
Давайте вспомним голы. Есть у нас тут несколько секунд до конца матча. Диана Бакум, 2-я минута 1-0. Побегайла, 14-я минута 2-0. Симпаре 3-0 на 19-й минуте. Суровцева, 21-я минута 4-0. Симпаре, 22-я минута 5-0. 39-я минута Побегайла 6-0. Ну и пока временно точку в этом матче ставит Симпаре, делая счет 7-0 на 45-й минуте нашего матча. То ли еще будет, ой-ой-ой. Второй тайм нас ожидает буквально через несколько секунд. Дает Мария Буйко свисток. И давайте, друзья, отдохнем вместе с футболистками. Увидимся через 15 минут. Не покидайте наш канал. До встречи. Да, друзья, давайте сделаем небольшую поправочку. 7-й гол команды Минска отменен. Вне игры там было... Вне игры находилась Симпаре, поэтому, да, заканчивается первый тайм со счетом 6-0 в пользу Минска. Давайте отправимся все-таки отдыхать.
Возвращаемся мы на газон футбольного поля «Трактор» в Минске, где совсем скоро начнется второй тайм нашего матча. И, насколько я вижу, есть замены в составе футбольного клуба «Минск». Давайте дождемся резервного арбитра, который нас, собственно, об этом оповестит. Ну вот, вижу я, что появилась на поле Карина Станкевич под номером 4. Да, вот показывают, к сожалению, далековато. Не настолько хорошее у меня зрение, чтобы все это наблюдать. Но вот Мирослава Зубко также появляется на поле в составе футбольного клуба «Минск». Ну и, по всей видимости, две замены сделаны Андреем Пышником в перерыве. И вот оператор, большое спасибо, показывает нам крупнее. Есть еще одна замена. Анна Бысик также появляется вместо Ульяны Асаулы. Ну и стартовал второй тайм. Счет, как я уже говорил, в конце первого 6-0, хотя забивала там Симпаре на последней минуте первого тайма. Гол был отменен из-за офсайда. Поэтому 6-0 на нашем табло. Снова Симпаре не решается на дальний удар. Ну и наверняка зря. Давайте вспомним стартовые составы команд. Что касается футбольного клуба «Бобручанка», здесь без изменений. В воротах 16 номер Ева Вяжель, 7 номер Татьяна Логинова, 9 Светлана Пехота, 10 Дарья Храмко, Симпаре добирается до мяча, но это от ворот. Дарья Храмко 10, Зоя Горбунова 14, Екатерина Кучинская, капитан команды 15, Нисковцева Ольга 31 номер. Екатерина Луцкевич, номер 35, Надежда Савченко, 41, номер 43 Курлович Виктория и 52 Полина Шатилени. Состав футбольного клуба «Минск». В воротах 21 номер Виктория Насенко. Дальше состав полевых игроков: Салимата Симпаре, номер 9, Елизавета Пинчук, 10, Анастасия Новикова, 11, Милана Суровцева, 16, Полина Гирч, 19, Анастасия Побегайла, 23, 33 Анна Красикова и 70 Эльвира Зестинова. Я немножко больше футболисток Минска назову. Знаю, что поле покинули Ульяна Асаула и Диана Баку. Появились на поле Карина Станкевич, номер 4, Анна Бысик, номер 6 и Мирослава Зубко, номер 88. По ходу матча будем разбираться, кто же еще поле в составе футбольного клуба «Минска» уже покинул. А сейчас же атака продолжается. Удар от Полины Гирчит заблокировано Екатериной Луцкевич, и только аут для футболисток Минска. Состав судейской бригады сегодняшнего матча: Мария Буйко, Лида, ее помощницы Татьяна Даньковская, Гродно, Валентина Соколович, Жодина, четвертый судья Виталий Иванов из Минска и инспектор сегодняшнего матча Владимир Кузьмин. Он из также Минска. Ну и комментатор этого матча Юрий Макара. Здесь навес от минчанок, и Ева Вяжель выбивает рукой этот мяч на очередной угловой. Составе футбольного клуба «Минск». На поле вышли Свидонович Мария, номер 31, Станкевич Карина, номер 4, Бысик Анна, номер 6 и Зубко Мирослава, номер 88. Ну вот, спасибо диктору. Также голкипера заменил Андрей Пышник в перерыве. Идет навес, это мимо ворот. Скорее удар от футболисток Минска. А также Мария Свидунович стала в ворота футбольного клуба «Минск», заменив Викторию Насенко, которая, по сути, в первом тайме могла и не выходить, собственно, на свою позицию. Виктория, номер 21, Новикова Анастасия, номер 11, Бакум Диана, 13 и Красикова Анна, 33. Ну вот, также мы теперь понимаем, кто поле покинул. Также Анна Красикова ушла на замену. Собственно, 4 замены произвел Андрей Пышник в перерыве, практически обновив состав своей команды наполовину. Еще одна остается замена у Пышника. И здесь снова Ева Вяжель уверенно играет, на выходе забирает этот мяч в руки. Ну и остается гадать, когда же Николай Касаткин, собственно, главный тренер Бобручанки, выпустит свою единственную замену в лице Карины Бересневой, которая выступает под номером 4.
Ну и ждем мы, друзья, наверняка гол под номером 7 от футболисток Минска. Скорее такие события наступят с большей вероятностью в нашем матче. Но, повторюсь, уже в который раз очень бы мне хотелось, чтобы футболистки-бобруйчанки все-таки гол престижа в сегодняшнем матче забили. Появились там пару комментариев у нас в чате. Побегала лайк. И да, побегала. Отличный первый тайм провела. Забила 2 гола. Собственно, дубль от Анастасии в первом тайме. Ну и счет же 7-0. Нет, не 7-0, друзья. Напомню, в конце первого тайма на 45-й минуте отправила мяч в ворота бобруйчанки Симпаре, но гол был отменен из-за, собственно, офсайда у той же футболистки. Поэтому счет 6-0 в пользу минского клуба. Ну и чуть больше 5 минут мы уже смотрим футбол во втором тайме, пока, естественно, мяч под контролем у футболисток Минска, но голов мы с вами еще не увидели. Вот сейчас Симпаре на левом фланге тащит мяч, смещается в центр, неплохая передача на Зубко и пенальти. Вот и такое зрелище мы будем наблюдать в этом матче. Фалят футболистки бобруйчанки своей штрафной, сбивают они Анастасию Побегайло, все ту же, которой, естественно, лайк за первый тайм. И это пенальти. Пенальти, ворота бобруйчанки. Ну и, собственно, нужно Еве Вяжель отбивать этот мяч от Анастасии Побегайло, которая, собственно, пострадала в этом эпизоде и выходит на хэт-трик в этом матче. Давайте смотреть. Мария Буйко говорит Еве Вяжель, что линию ворот покидать нельзя. Есть свисток, разбег, и это перекладина от Анастасии Побегайло. Вот так явный и очевидный момент, чтобы забить гол, упускает Анастасия Побегайло, попадает по центру ворот в перекладину. Это, безусловно, не очень хороший выстрел от футболистки Минска, но и счет остается прежним. Абсолютно не скучный матч мы наблюдаем. Вот и пенальти посмотрели, не забитые. Ну вот, кстати, диктор опять всех обманул. Сказал, что Анастасия Новикова поле покинула. Это абсолютно не так. На поле 11-й номер Минска, капитан команды. Поэтому снова диктору верить мы не будем. Милана Суровцева бросает на Полину Герчиц. И Герчиц отыгрывается на Асаолу. Нет, не Асаула, это номер 4 Карина Станкевич. Вот уже 3 футболистки Минска. Удар от Симпаре дальний, мимо ворот. 3 футболистки Минска имеют схожие черты, схожие прически. Вот Новикова, Асаула и Карина Станкевич. Легко спутать этих футболисток. Я, как уже говорил, капитанская повязка на руке у Новиковой с легкостью позволяет отличать эту футболистку на поле. Есть вынос от Вяжель. Вот, кстати, не видели мы этого в первом тайме. Там Кучинская занималась этой работой. Но сейчас и увидели мы вынос от Евы Вяжель. Новикова далеко вперед. Точная передача получается на Зиастинову. Догоняет мяч 70-й номер Минска. Есть подача. Ну и здесь на месте Екатерина Луцкевич. Продолжается атака Минска. Удар от Побегайло мимо ворот. Вот Ева Вяжель один раз мяч от ворот вела. Ну и снова эта работа достается Екатерине Кучинской. Вынос от 15-го номера бобруйчанки. Достается мяч по итогу капитану уже футбольного клуба Минска. Еще одна атака. Неплохая по задумке передача, но не добирается до нее Анна Бысик. Ну, Анна Бысик, вот вторая, кстати, молодая футболистка в составе обеих команд на сегодня. 2005 года рождения она.
Ну и, естественно, все самое интересное в ее карьере еще впереди. Желаем и, безусловно, побольше голов, собственно, побольше красивых игр, как и первый, самый молодой футболистки сегодняшнего матча Еве Вяжель, у которой сейчас мяч, собственно, в руках. Так интересно, поворачивается спиной к полю голкипер бобручанки для того, чтобы мяч вести. Здесь едва ли не перехватила мяч у Карины Станкевич, нападающая бобручанки Дарья Хромко. Но это могло быть опасно, но удача и фортуна здесь повернулась лицом к сильнейшим. Ну, что касается самых опытных футболисток сегодня на поле, это, конечно, трио в составе бобручанки: Горбунова, Анисковцева и Луцкевич. Все эти футболистки 82-го года рождения. Но также достаточно возрастная команда бобручанка. Много опытных футболисток в составе этого клуба. Ну вот, кстати, недавно наткнулся на новость, что также в пляжный футбол играют футболистки бобручанки. Возможно, это может быть причиной, по которой такой немногочисленный состав сегодня у бобручанки в высшей лиге женского футбола, так как будут они играть в пляжный футбол на этих выходных. Давайте я сейчас подробнее эту информацию для вас поищу. Еще одна атака Минска. Аут. Будут водить футболистки в синих формах. Да, 18 сентября состоится Кубок Беларуси под названием «Белая Русь». Проводит его ассоциация Федерация пляжного футбола. Еще один удар мимо ворот. Так вот, состоится этот кубок на пляжном стадионе на Олимпийском, по улице Сурганова в Минске. Так что можно посмотреть, прийти эти интересные матчи. В турнире примут участие 4 женских команды. Это сборная Беларуси по пляжному футболу, как раз таки футбольный клуб «Бобруйчанка», женский пляжный футбольный клуб «Щучин» и ГРГУ из Гродно. Вот такой кубок будет разыгран 18 сентября, поэтому, кто желает, приходите на Сурганова 2А в 11:00 начало этого турнира. Ну а сейчас же возвращаемся на поле. Дальний удар от футболистки Минска. Ева Вяжель спокойно забирает этот мяч в руки. Ну, к Еве Вяжель не сильно много вопросов по первому тайму. Все голы забиты скорее из-за ошибок защитной линии команды. Снова спиной к полю поворачивается Ева Вяжель, дабы мяч выбить туда подальше, в надежде, что Дарья Хромко сможет таки зацепиться там за этот мяч, чего пока не происходит. Ну вот, кстати, что касается заслуг футболисток бобручанки, в 91 году этот клуб был основан, и успели они стать 12-кратными аж чемпионками Беларуси, 10-кратными обладательницами Кубка Беларуси. И в 2004 году Ева Вяжель, здесь какой неприятный эпизод, получает тут она, ну прям, наверное, с ноги в грудь куда-то влетела Милана Суровцева. К счастью, все в порядке с голкипером, также, которая под 16 номером выступает. Давайте посмотрим повтор. Да, неприятно в корпус, колено. Слава богу, хорошо закончился этот эпизод, и продолжает игру голкипер бобручанки. Естественно, гол отменен, который, точнее, даже не состоялся, потому как мяч попал в сетку после свистка Марии Буйко. Так вот, в 1/4 Лиги чемпионов бобручанки доходили в 2004 году. Вот такие вот заслуги у этого именитого белорусского клуба, который последние годы переживает не лучшие времена. Но вот футболисткам из Минска еще до таких заслуг далековато, но все еще впереди у этого отличного клуба. Давайте смотреть дальше за их атакой. И только вот пасом назад Полина Гирчиц решает продолжить свою игру. Суровцева, отличный пас, точнее, побегала, конечно же, на Зиястинову. Зиястинова навес.
Симпаре там уже приседала, ожидая, что попадет мяч к ней на голову, но защитницы бобруйчанки в этом эпизоде действуют безупречно. Ну и очередной раз спрашивают меня в комментариях про 7-й гол. Ну, коль есть вопросы, уже очередной раз я вам повторю. Седьмой мяч, который, как вам кажется, был забит в конце первого тайма, был отменен по причине офсайда. Поэтому 6-0 на табло. И давайте закончим эту тему. Еще один вот от мяча. Вот мяча от своей вратарской, от Екатерины Кучинской. Зястинова на левом фланге. Передача, собственно, по этому же флангу. Передача точная. Дальше следует передача в центр. Симпаре на дальний удар отважилась. Это заблокировано футболистками бобруйчанки. Станкевич на Новикову. Тащит мяч. Ну, вот можете видеть, насколько высоко расположены защитницы футбольного клуба Минск. Они там практически в центре где-то половины поля бобруйчанок располагаются. Ну и, естественно, хотелось бы увидеть и Марию Сведунович в деле. Молодого голкипера Минска, которая в кадр еще пока не попадала во втором тайме. Симпаре отодвинулась немножко назад. Ищет она мяч. Новикова на Станкевич. Станкевич дальше направо на Гирчиц. Гирчица могла тут обыгрывать, но решила не форсировать события в этой атаке. Отличная передача от Новиковой на Симпаре. Симпаре мяч пропускала, но наверняка зря, так как не было там дальше адресата. Еще Симпаре, ну вот совсем уже дальний удар. И это выше ворот. Для Евы Вяжели никакой опасности этот удар, наверное, метров с 35-40 не представлял. Кучинская. Ну и, видимо, замена будет в составе футбольного клуба Бобруйчанка. На поле появится Карина Береснева под номером 4 и заменит она Викторию Курлович. Ну вот, собственно, Николай Касаткин все свои замены на этот матч использовал. — 63-я минута нашего матча. Тем временем вынос от Кучинской. Прям попадает мяч Кане Бысик. Собственно, Бысик назад на Станкевич. Станкевич Новикова. Привычная связка. Снова все футболистки Минска на половине поля Бобруйчанки. Замена в составе Бобруйчанки. В игру вступила Береснева Карина, номер 4. Поле покинула Курилович Виктория. Ну вот, может, сейчас получится что-то у Бобруйчанки. Передача на, собственно, Карину Бересневу. Береснева назад. Еще раз на Бересневу. Береснева на Горбунову. И здесь сбивают с ног 14-го номера Бобруйчанки. Нарушала правила в этом эпизоде Елизавета Пинчук. Ну и вот замечаю я на дальнем плане, как прихрамывая Татьяна Логинова передвигается по полю. Не хотелось бы, чтобы покинула поле эта футболистка. Надеемся, все будет нормально и сможет она доиграть мяч. Но вот такая тревожная для меня новость. Надеюсь, что с 7-м номером Бобруйчанки все в порядке. Бысик получает мяч, неточная передача. И Кучинская. Лисковцева. Лисковцева передерживает мяч Ольга и нарушает правила. Зестинова отдает мяч. Пинчук
Станкевич дальше налево. Ну и Логинова выбивает мяч в аут. Все же есть какие-то, наверное, проблемы с Татьяной Логиновой, так как прихрамывая, она даже в этом эпизоде передвигалась там по полю. Да. Надеемся, разбегается. 7-й номер бобруйчанки, а это угловой. Угловой очередной. И очередной шанс, наверное, для Салиматы Симпаре выиграть верховую борьбу и забить все тот такой, наверное, ожидаемый 7-й гол от Минска, но пока этого не происходит. Давайте посмотрим за этим угловым. Большое скопление футболисток Минска. Идет подача на вратарскую зону. Скорее, снова не подача, а удар. Ну и в защите отрабатывает Станкевич. Здесь же побегало. Нужно возвращаться на свою половину. Станкевич в касание на Гирчиц. Новикова направо. Отличная передача. Доберется ли? Да, добирается до мяча Зубко. Зубко обыгрывает Бересневу. Входит в штрафную. Тянет сама мяч Мария. Передача в центр. Какой момент у Минска. И это вне игры. Просто отличная по динамике атака от минчанок, но, к сожалению, вне игры. Так, там 3 паса в касание. Просто заглядение. Давайте посмотрим повтор. Удар от Побегайла. Нет, это Суровцева наносила удар. И, собственно, она же вне игры и попала. Снова Кучинская от ворот. Ну и на опережение отлично играет Станкевич. Симпаре с мячом. Симпаре в штрафной. Дает передачу на Зубко. Но Зубко неудачно принял этот мяч. Снова Симпаре прессингует. Мяч отбирает у бобруйчанок. Ну и отдает назад на Гирчиц. Саула. Это Анна Бысик, конечно, номер 6. Саула поле покинула. Ну и вот также не получилось у Бысик ничего в этой атаке. Но вот нетипичный второй тайм. Пока не могут забить футболистки Минска. Неплохо себя в защите проявляют футболистки бобруйчанки. Новикова на Станкевич. Снова Новикова. Новикова направо на Гирчиц. Гирчиц навес. Навес на дальнюю. На подборе Бысик, но снова не спешат забивать гол в этом эпизоде. Также минчанки. В район центрального круга последовала передача на Станкевич. Пинчук-Станкевич. Ну и передача на Гирчиц, которая тут на позиции Новиковой оказалась. Ну и вот, наверное, первое касание мяча от Марии Свидунович. Мы с вами наблюдаем. Ну вот чуть ли не Мария Свидунович сейчас перейдет на половину поля бобруйчанки. Совсем там метров 10 остается, чтобы так по мини-футбольному сыграть 12-го полевого игрока для минчанок. Хотя преимущество минчанок и так более чем подавляющее. Симпаре отборолась в этом эпизоде. Чуть было не упустила она мяч. Но отработала она и не дала развернуться этой контратаке бобруйчанки. А сейчас вообще непонятная передача от Елизаветы Пинчук. Ну и снова тут фартит минчанкам, и мяч у них остается. Выход 1 на 1. Побегайла, удар, и это 7-0. Вот и 7-й мяч мы с вами наблюдаем на 69-й минуте нашего матча. Все та же Анастасия Побегайла, ну, так скажем, реабилитируется за незабитый пенальти. Обыгрывает она Еву Вяжелис с левой ноги. Мяч отправляет уже в пустые ворота на 69-й минуте. Ну и Дарья Хромко от центра поля снова будет начинать. Неудачный вынос от футболистки бобруйчанки. Это Полина Шатиленя
Симпаре, передача дальше в центр, будет удар, дальний удар, перекладину попадает футболистка Минска под 10-м номером Елизавета Пинчук. Вот вторая перекладина во втором тайме уже случилась. Первая, напомню, была с пенальти. С пенальти от Побегайла. Вот смотрим еще раз. Отличный удар. И не спасла бы здесь, наверное, Ева Вяжель свои ворота, если бы мяч пошел в створ. Свело там много у футболистки Бобручанки. Ну и это Ольга Нисковцева уже на поле. Это неприятный звоночек. Один из лидеров команд просит Марию Буйко выдвинуться на газон медицинскую бригаду. «20 минут, чуть больше, чуть меньше, наверное, даже остается сыграть во втором тайме в этом матче. Напомню, в 16:00 матч между Витебском и Могилевским Днепром будет представлен вашему вниманию на YouTube-канале АБФФ. Ой, конечно же, не АБФФ, а женского футбола Беларуси. Хотел я тут снова поговорить про ролик на канале АБФФ, в котором была представлена новая форма национальных сборных Беларуси, в которой, как я повторюсь, в этом ролике снялась футболистка Минска Валерия Богдан. Можете наблюдать этот ролик на канале АБФФ. Минуту вашего времени займет. Очень интересный ролик. И, как мне кажется, форма новая вполне себе ничего. Интересные цвета, интересные узоры. Поэтому посмотрите этот ролик на канале АБФФ. Собственно, при участии футболистки женского футбольного клуба Минск Валерии Богдан. Ну вот оказывают там на заднем плане помощь Нисковцевой. И очень бы хотелось, чтобы продолжила она игру. Так как, наверное, завтра предстоит ей сыграть еще и в пляжный футбол. Но это мы узнаем завтра. А сейчас борется тут за мяч Горбунова и Пинчук. Последняя выигрывает эту борьбу. Продолжается атака Минска. Передача на Гирчиц. Можно делать навес. Есть навес на дальнюю штангу. Удар. И это 8:0. Смотрите, какой курьезный гол пропускает Ева Вяжель. 8-й гол забивают футболистки Минска на 73-й минуте. Дайте смотреть повтор. Хороший навес от Гирчиц. Ну и замыкает там дальнюю штангу. И буквально между рук и между ног мяч попадает в сетку Евы Вяжель. 73-я минута, 8:0. Анна Бысик стала автором этого гола, насколько я рассмотрел. Ну и на поле вернулась Ольга Нисковцева. Это, безусловно, нас радует. Контролирует мяч футболистки Бобручанки, но этот безадресный вынос. Снова в игру вступает Мария Свидунович. Достает этот мяч Зубко. Передача на правый фланг. Отличная передача на Гирчиц. Гирчиц навес. И снимает мяч с ноги у Симпаре. Екатерина Кучинская в этом эпизоде. Еще одна атака Зубко. Удар с правой ноги мимо ворот. Ну и упускает также отличный момент 88-й номер Минска. Номер 6.
Кучинская от ворот. Смотрим повтор этого эпизода. Немножко неудачно лег мяч на ногу. Ну, вот смотрим еще один. Последняя замена в нашем матче. В целом поле покидает Елизавета Пинчук, которая играла под 10-м номером. И вместо нее в составе футбольного клуба Минск выходит Янина Липень. На поле вышла Липень Янина, номер 14. Игру покинула Пинчук Елизавета, номер 10. Еще одна молодая футболистка в составе Минска, 2004 года рождения. Ну и всего лишь 17 лет этой футболистке. Ну и Андрей Пышник не стесняется давать игровое время своим молодым футболисткам. И это очень даже прекрасно. Логинова, вынос вперед. Там Янина Липень. Мяч выбивала и выбила на аут. Ну вот только такие решения вот футболисток Бобручанки. Вынос безадресный, вынос мяча. Ну, собственно, безадресный-то почему? Потому что нету там никого впереди у бобруйского клуба. Но вот стоило бы, наверное, ну тут уже 8-0. Понятно, что много пропущено. Немножко повыше играть 10-му номеру. Возможно, получилось бы у Дарьи Хромко там зацепиться за какие-нибудь передачи. Но решают футболистки Бобручанки, собственно, обороняться в этом матче. Никаких других задач они, вероятно, уже не ставят. Навес от Симпаре. Мяч у минчанок. Удар мимо ворот. Снова Кучинская. И снова вынос от вратарской зоны Евы Вяжель. Ну, вот тур под номером 20 мы с вами наблюдаем. И напомню, всего 27 игр будет сыграно в рамках чемпионата Беларуси 22 года. 3 круга, 9 игр в каждом. Собственно, после этого тура остается 7, ну, либо 8 из-за перенесенных матчей игр у каждой из команд. Ну и в ноябре, собственно, узнаем мы, как же распределились силы в этом матче. Еще одна атака от минчанок. Симпаре на правом фланге выиграла таки борьбу у Карины Бересневой, но мяч все же упустила за линию поля. Ну и 78-я минута матча подходит к своему завершению. Совсем немного остается времени в этом матче. Но вот интересно, удастся ли футболисткам Минска, как и в первых двух матчах, забить двузначное число голов в ворота Бобручанки. Напомню, соответственно, 13 и 12-0 закончились первые две встречи этих команд в первом и втором круге. Ну и сейчас пока счет 8-0 в пользу Минска. Зубко с мячом, входит в штрафную. Там на троих футболисток Бобручанки пошла Мария. Но это, наверное, решение поспешное. Мяч продвинуться на дальше не смогла. Но остается мяч у Минска. Симпаре, навес на футболистку на левом фланге. Это, по-моему, Полина Гирчиц. Отходит мяч назад. Здесь Станкевич. Станкевич неточная передача. Анисковцева на Хромко. Хромко с мячом. Есть адресат слева. Ну и неплохая передача. Но не бежит уже, не бежит. Дарья Хромко. Силы на исходе у футболисток Бобручанки. Возможно, и по причине того, что всего лишь одна замена
в активе у Николая Касаткина. Симпаре получает мяч штрафной. Скидка на Зубко. Зубко на Зиастинову. Здесь Зиастинова навес дальше на Зубко. Здесь борьба в штрафной. Удается Зубко пробить. И это 9-й гол от футболисток Минска. Отличается Мария Зубко на 80-й минуте нашего матча. И это 9-0. Наверное, пожестче там следовало действовать защитницам Бобруйчанки. Ну вот как-то совсем вальяжно. Они там и спокойно отбирали мяч у Зубко, которая, собственно, с большим желанием в этой борьбе работала и заработала 9-й мяч для своей команды. И первый, соответственно, для себя в этом матче. 9-0. Таков счет на табло по итогам 80 минут с небольшим нашего матча. Напомню, в первом тайме был период, вот голы 3-0, 4-0, 5-0 были забиты с разницей там меньше 3 минут. 19-я, 21-я, 22-я минута. Вот такой отрезок выдали минчанки. Ну и выдали в кавычках бобруйчанки. Горбунова мяч выносит прямо на ноги Полине Гирчиц. Здесь Побегала, пыталась ворваться в штрафную, ее остановили футболистки бобруйчанки. Симпаре с мячом, Симпаре на правом фланге. Обходит она по внешней траектории, делает навес безадресно. Побегайла с касания. Вяжель отбивает мяч в прыжке. Снова Симпаре с мячом. Симпаре еще один навес. Удар получился у Анны Бысик не сильным, поэтому Ева Вяжель забирает мяч в свои руки. Аут в пользу Минска. Побегала в касание на Гирчиц. Гирчиц там пробирается мимо 4 футболисток бобруйчанки, но падает. Не свистнула фол в этом эпизоде Мария Буйко, а сейчас уже нарушение от футболисток Минска было зафиксировано. Станкевич с мячом делает передачу на Гирчиц. Правым флангом Зубко здесь получает мяч. Можно сделать навес. Навес встречается таки с мячом Симпаре, но удар нанести девятка Минска не смогла. Давайте посмотрим, что в календаре у бобруйчанки. Следующая игра состоится на 23 сентября. Примет бобруйчанка АБФФ Ю-19. Здесь отбивает мяч Вяжель, но на добивании отлично играет 9-й номер. Все та же Салимата Симпаре. И доводит счет до, собственно, двузначного. 10-0 в пользу Минска. Симпаре на добивании со второй попытки отправляет мяч в сетку. 10-0, 83-я минута. Ну и мои надежды на гол престижа тают, как первый снег. 10-0. Бобруйчанка на половину поля соперницы в этом матче практически не выбиралась. Вот, может, сейчас что-то получится. Горбунова с мячом. Горбунова заброс на Храмко. Удар от бобруйчанки будет. Да, был удар от Светланы Пехоты, но Анастасия Новикова стала преградой, и будем мы наблюдать совсем диковинное зрелище в нашей игре. Это угловой. Да, угловой от бобруйчанки, что вполне себе экзотично в нашем сегодняшнем матче.
И Анисковцева там легкой трусой и даже пешком выдвигается к угловому флажку. Будет подавать на этот стандарт. Ну вот, неплохой шанс для бобруйчанок, чтобы тот заветный гол престижа отыграть. Пас на пехоту. Ну и вот зачем разыгрывали футболистки бобруйчанки, чтобы мяч потерять, непонятно. Гирчица здесь набирает обороты. Там 3 футболистки и помогают. Можно делать передачу. Решает сама обыгрывать футболиста. Это Побегайло. И автогол в исполнении бобруйчанки. Вот такая атака заканчивается автоголом в исполнении Екатерины Кучинской. Давайте посмотрим повтор. Было там 2 адресата у Побегайло. Решила она обыгрывать Логинову. Пробивает. И да, Екатерина Кучинская, автор 11-го гола. В ворота собственной команды. Меньше 5 минут основного времени остается до конца матча. Береснева. Гол в свои ворота забила Кучинская Екатерина, номер 15. Горбунова там мяч за линию поля выпускает. Зиастинова ищет адресат по диагонали фланга. Ну и в касание Гирчиц мяч направляет в сторону ворот бобруйчанки. Снова Кучинская. Еще один аут от Минска. Уже чуть ближе к воротам. Снова Зиастина. Вот... Кстати, интересный ход. Зиастинова поменяла фланг по итогам второго тайма. Напомню, в первом тайме Эльвира играла на левом фланге. Вот сейчас правую бровку она контролирует. Ну и универсальность этой футболистки абсолютно отличная черта. Вот еще одна атака Минска. Бысик, удар. И это 12-0. 12-0 забивает футболистки Минска очередной мяч на 88-й минуте. Дубль от Анны Бысик. Ну давайте, уважаемые зрители, вспоминать хронологию забитых голов в нашем матче. Уже 12 их забито. Ну и еще есть время для повторения одного из результатов первого круга. Тогда 13-0 футболистки бобруйчанки проиграли. Бакум 2-я минута 1-0. Побегайло 14-я минута 2-0. Симпаре 19-я 3-0. Суровцева 21-я минута 4-0. Далее Симпаре 22-я минута 5-0. Побегайло 39-я минута матча 6-0. Голы второго тайма. Побегайло на 69-й минуте 7-0. Бысик 73-я 8-0. Зубко на 80-й 9-0. Симпаре 83-я минута 10-0. Кучинская автогол на 85-й минуте. И Бысик на 87-й минуте забивает 12-й гол в ворота команды бобруйчанка. Ну что, подводить итоги матча, я думаю, примерно бессмысленно. Игра в одну калитку. Переиграла полностью футбольная женская команда Минск своих оппоненток из бобруйчанки и забрали дежурную победу, о которой, наверное, никто не сомневался. Но и остается дождаться нам финального свистка матча, чтобы узнать окончательный счет на табло. Но это похоже по счету игры получаются между этими командами в сезоне 22 года.
Заход на 13-й. Побегайло. Пас налево. Подача в штрафную. Пробивала здесь в перекладину. Попадает. Смотрите на добивании. И 13-й гол от Марии Зубко. Сердечко болельщикам. Бобручанки, доставайте, разводите. 13-й по счету раз в нашем матче. Ну и остается буквально там несколько секунд до финального свистка. Просто покуражились футболистки Минска. Ошибка здесь Анисковцевой, которая уже на каких-то морально-волевых доигрывает этот матч, но все-таки доиграет после той травмы. Забила Мария Буйко, номер 88. Это дубль. Не Мария, а Мирослава Зубко. И финальный свисток ничего не добавляет Мария Буйко, кстати, которая главный арбитр сегодняшней встречи. И это 13-0, победа Минска. Давайте, друзья, на этом прощаться. 16:00 матч Витебска и Днепра Могилева. Для вас этот матч комментировал Юрий Макара. Берегите себя и еще, безусловно, услышимся на матчах женской лиги «Футбол Беларуси». Всем пока.